Здравствуйте! Вы смотрите актуальное интервью в студии Валерия Наумова. В Якутске в эти дни прошел фестиваль современного искусства «Территория Якутск». Свои постановки представили петербургские и московские театры, а также местные театральные коллективы. На фестивале можно было посмотреть не только спектакли, выставки, но и посетить мастер-классы, лекции ведущих режиссеров, актеров, хореографов и театроведов. Насколько организаторы довольны тем результатом, который получился, что их больше всего впечатлило в Якутии, спросим у Виктории Васильевой, директор по связям с общественностью компании «Полюс». Виктория, здравствуйте. Здравствуйте, Валерия. Подобный масштабный фестиваль, насколько я знаю, впервые прошел в Якутске. Расскажите, пожалуйста, какие у вас впечатления остались и все ли удалось реализовать? Вы знаете, мы неделю занимались как раз этим фестивалем. 4000 зрителей за неделю посетили наше мероприятие, и это совершенно замечательно, потому что это были разные формы. Это были классические театральные постановки, это были перформансы во дворе вашего замечательного художественного музея, это были читки и другая программа образовательная для профессионального сообщества. 200 участников, 4000 зрителей, мы считаем, что это хороший результат. А чем кардинально отличался якутский фестиваль в сравнении с теми, которые проходили в других регионах? Дело в том, что мы ежегодно проводим фестиваль в одном из регионов нашего присутствия. Фестиваль «Территорию Якутск» мы специально по просьбе вашего Министерства культуры приурочили к событиям столетия со дня образования Якутской ССР. Мы для каждого фестиваля, для каждого города готовим свою программу. Программы не повторяются. Наша принципиальная позиция – мы привозим только то, что в этом городе еще не показывали. Соответственно, в Якутск приехали те и показали те спектакли, которые зрители ваши еще не видели. И, конечно же, каждый раз для своего города наши замечательные партнеры, Московский музей современного искусства, придумывает свою выставку. Так вот, фестиваль завершился вчера, но до 17 июля есть еще возможность стать участником фестиваля, прийти в ваш Национальный художественный музей и посмотреть выставку, которая называется «Человек и его ландшафты». Что интересно в этой выставке? Обязательно Московский музей современного искусства включает в экспозицию какие-то работы от местных художников. Надо сказать, что коллекция вашего музея очень богата, самобытна и разнообразна, поэтому коллеги включили 8 работ из Национального художественного музея Якутии в эту обширную выставку. Она разделена на 2 части: белый зал, серый зал. Белый зал – это человек в природном ландшафте, серый зал – человек в антропогенном ландшафте. И я предлагаю тем, кто еще успеет до 17 июля на нее сходить, обязательно сыграть маленький квест, попробуя, глядя на картины, понять, что из собрания Московского музея, а что из местного. Уверена, будет интересно. Сразу подсказка: 8 работ. Действительно уверена, всем будет интересно пройти этот миниатюрный квест. Виктория, вы упомянули, что 4000 зрителей собрало мероприятие. Расскажите, как в целом откликались зрители и какое мероприятие собрало больше всего смотрителей? Вы знаете, мы 2 мероприятия провели в вашем театре оперы и балета. Это открывающее мероприятие в новом жанре саунд-драма, которое называлось «Такие разные мы». Евгения Добровольская и Сергей Чунишвили под музыку Полины Осетинской и Елены Ревич рассказали истории любви наших русских поэтов. Это было очень интересно. Ну, фактически, вот там был, безусловно, полный зал. Далее там же в театре оперы и балета замечательная труппа «Балет Москва» станцевала современный танец «Все пути ведут на север». У этого спектакля есть «Золотая маска». Ну, то есть понятно, что жанр все-таки не для всякого зрителя. Должны быть те, кто понимает и готов это смотреть, но тем не менее. И, конечно, с полным аншлагом прошло завершающее мероприятие в Саха-драматическом театре. Вчера был спектакль «Эбеновая кожа». Это тоже в некотором роде саунд-драма, но там Юлия Пересильд под перкуссионную музыку читала стихи Николая Гумилева об Африке. Так что у нас было 3 таких больших, громких мероприятия, и остальное уже театральные постановки на своего зрителя. Артисты ведь тоже люди впечатлительные, и наверняка поделились своими впечатлениями и эмоциями. Как они отзываются о фестивале?
Вы знаете, все приезжают с удовольствием, потому что это возможность не только показать свои постановки, но и пообщаться с местным театральным сообществом. Дело в том, что для нас фестиваль «Территория Якутска» — это, как всегда, финал нашего замечательного конкурса «Полюс. Золотой сезон». Мы его проводим уже 7-й раз, фестиваль вот 6-й раз в наших городах присутствия. И надо сказать, что театры Якутии, причем я специально говорю не якутские театры, чтобы не путать только с театром из города Якутска. Дело в том, что театры Якутии очень активно у нас принимают участие. И в этот раз в шорт-листе был театр из Мирного. Дальше ваш якутский ТЮЗ со спектаклем, его как раз тоже показали вчера, со спектаклем «Хроники безумия» вообще выиграл этот наш 7-й конкурс. И вот все артисты, которые приезжают, особенное удовольствие испытывают от общения. У них есть возможность пообщаться и с местными театрами, и с театрами-участниками нашего конкурса. Поэтому я думаю, что для них это самое важное. Мы стараемся всегда, чтобы от них были мастер-классы, ну, то есть чтобы фактически все люди, которые работают в сфере культуры и искусства, имели возможность использовать это также как площадку для профессионального общения. Спектакли проходили на разных всевозможных площадках. Это были и уличные площадки. Расскажите, что было труднее организовать в Якутске? Вы знаете, мы больше всего боялись, безусловно, за спектакль, который прошел на улице молодого режиссера из Санкт-Петербурга Люкевича. Спектакль назывался «Картон». Вы понимаете, да, что такое картон и дождь, не дай бог, если случился. Мы его как раз организовали в первые 2 дня нашего фестиваля во дворе вашего замечательного художественного музея. И то, что было солнце, для нас было самым большим подарком. Потому что это, наверное, единственное, на что мы не способны повлиять и что было бы крайне сложно изменить, потому что все-таки спектакль предполагал обязательно работу на улице, пусть даже в таком симпатичном дворе с ароматом черемухи. Это было совершенно замечательно, но тем не менее нам повезло. А если говорить о фестивале в целом, что он дает творческим людям и коллективам? Насколько такой формат позволяет и способствует раскрытию творческих способностей? Вы знаете, мы уже вот как раз с коллегами обсуждали о том, что это важно. Дело в том, что в фестивале участвуют театры наших регионов присутствия «Полюса», которые участвуют в конкурсе «Полюс. Золотой сезон» и получают, те, кто вошел в шорт-лист, грант. Грантовый фонд составляет каждый год 6 миллионов рублей. Театры получают гранты на то, чтобы приехать на фестиваль, кто-то из победителей на то, чтобы показать свои спектакли, и у них остаются еще деньги на развитие. Это важный момент, потому что то, что они подсмотрели в качестве иногда новых инструментов развития театрального искусства, как, например, вот формат читок, Роман Дорофеев, ваш режиссер из Саха национального театра, как раз проводил эти читки, был их куратором. И он сказал, что для них этот формат вновь, но они очень надеются, что они возьмут его в работу. То есть вот на самом деле обмен опытом, обмен идеями, восприятие каких-то новых инструментов, я думаю, это главное. Виктория, фестиваль уже завершился. Какие все-таки главные итоги можно подвести в его завершение? Может быть, появились какие-то новые идеи, задумки? Да, вот как раз Роман Дорофеев, ваш режиссер, молодой режиссер из Саха драматического театра, считает, что тот спектакль, который у нас было 3 спектакля в рамках читок, но вот спектакль «Черная пурга» настолько понравился, что коллеги собираются поставить его в репертуар, пусть для начала в малом зале, но тем не менее. Так что смотрите внимательно, следите за афишей. Вполне возможно, что в осенний сезон новый спектакль разнообразит афишу Саха национального театра. А где планируется провести следующий фестиваль? Вы знаете, мы как-то решили последние годы, что мы идем по юбилеям. В следующем году исполняется 75 лет со дня образования Магаданской области, поэтому в 2023 году будет территория Магадан. Виктория, спасибо вам большое, что пришли, ответили на все наши вопросы. Желаем процветания вашему фестивалю. Очень прекрасный, замечательный фестиваль. Надеемся, что вы приедете к нам еще в скором будущем снова. Валерия, спасибо большое. Нам так понравилось в Якутске, что, я уверена, мы не будем ждать следующей юбилейной даты. Спасибо вам большое. Благодарю вас. Спасибо. Но я напомню, что сегодня мы разговаривали про итоги фестиваля современного искусства «Территория Якутск» с Викторией Васильевой, директором по связям с общественностью компании «Полюс». Всего доброго и до новых встреч в эфире.